Это обычный баллон со сжатым водородом, но именно с него начинается работа самого крупного и мощного ускорителя элементарных частиц в мире — Большого адронного коллайдера. Атомы водорода поступают строго дозированными порциями в камеру подачи линейного ускорителя. Там от них отделяют электроны, оставляя только ядра водорода. Это протоны. Они несут положительный заряд, что позволяет придавать им ускорение при помощи электрического поля. Их предстоит столкнуть друг с другом, чтобы выделить большой объем энергии. Эта модель повторяет то, что происходило в момент Большого взрыва при образовании Вселенной. Эту стадию разгона частиц в линейном ускорителе можно сравнить с первой ступенью космической ракеты. На выходе отсюда протоны будут двигаться со скоростью, равной 1/3 скорости света. Теперь они готовы поступить в бустер, или, если хотите, вторую ступень ракеты. Чтобы максимально повысить плотность потока частиц, их разделяют на 4 части, каждая из которых поступает в отдельное кольцо бустера. Линейное ускорение уже неэффективно. Здесь применено движение по кругу. Длина пути 157 метров. Чтобы придать большую скорость, частицы проходят по кругу много раз. При этом на них воздействуют пульсирующим электрическим полем. Магниты помогают придать частицам нужное направление. Мощное излучение удерживает их на круговой траектории. Кольцевой ускоритель разгоняет протоны до 91,6% скорости света и собирает их в плотный пучок. После этого частицы из 4 колец собираются воедино и поступают в протонный синхротрон. Это 3-я ступень нашей ракеты. Давайте посмотрим, что происходит с 2 такими порциями протонов. Протяженность синхротрона 628 метров. Это расстояние протоны проходят за 1,2 секунды, разгоняясь до 99,9% скорости света. Именно здесь достигается точка перехода. К энергии движения частиц добавляется энергия электрического поля. Но это не приводит к дальнейшему разгону, потому что частицы уже почти достигли максимально возможной скорости света. Но в результате такого воздействия увеличивается масса протонов. Если говорить кратко, то протоны не могут ускоряться, а становятся тяжелее. Кинетическая энергия каждого протона измеряется в единицах, которые называются электрон-вольт. На этой стадии энергия каждой частицы равняется 25 миллиардам электрон-вольт. При этом протоны становятся в 25 раз тяжелее, чем в состоянии покоя. Теперь начинается 4-я стадия — протонный суперсинхротрон, огромное 7-километровое кольцо. Его задача — принять протоны с таким запасом энергии и увеличить его до 450 миллиардов электрон-вольт. Через некоторое время пучки частиц будут готовы к перемещению в Большой адронный коллайдер. Он расположен в Европейских Альпах, на территории 2 стран — Франции и Швейцарии. Глубоко под землей скрыт туннель протяженностью 27 километров. В нем проложены 2 вакуумных трубы. По ним в противоположном направлении движутся пучки протонов. При помощи специальных сверхсложных устройств новые порции протонов поступают в трубы так, чтобы не мешать движению уже загруженных туда пучков. По одной трубе частицы движутся по часовой стрелке, а по другой — против. Эти трубы пересекаются в 4 местах, где установлены детекторы. Именно здесь можно столкнуть протоны друг с другом. Энергия столкновения в 2 раза превышает запас энергии каждого протона. Но главное во всем этом то, что за столкновением следят детекторы. В течение получаса в коллайдер поступают около 2800 порций частиц. Все это время коллайдер придает дополнительную энергию частицам, двигающимся почти со скоростью света. Каждую секунду протоны проходят 27-километровый круг более 11 тысяч раз, постоянно получая импульсы электрического поля.
Энергия каждого протона уже составляет 7 тераэлектрон-вольт, а масса в 7000 раз больше нормальной. Круговую траекторию частицам придают при помощи магнитного поля. Оно настолько велико, что его электромагниты должны обладать способностью выдерживать электроток силой 12 тысяч ампер. Это достигается за счет охлаждения большого андронного коллайдера, в результате которого магниты становятся сверхпроводимыми. Теперь протоны готовы к столкновению. Направляющий магнит обеспечивает необходимую траекторию их движения. Общая энергия двух сталкивающихся протонов — 14 тераэлектрон-вольт. Этот всплеск можно наблюдать в течение 2 секунд после столкновения. Траектории выделившихся в результате частиц анализируют компьютеры, к которым подключены детекторы. Это может помочь по-новому взглянуть на проблему возникновения нашей Вселенной и понять, как она развивается, что происходит с ней сейчас и что ожидает ее в будущем.